Всем привет! Сегодня у нас долгожданное продолжение моего блога, и сегодня речь зайдет о таком интересном явлении, как якутский человек-невидимка. Эту историю я слышал еще в детстве обрывками, и на самом деле я тогда еще не верил в нее, но взрослые говорили на полном серьезе, то, что он существует. И потом уже, года спустя, я уже узнал более подробную историю о так называемом Никоне Романове, который был в Якутии единственным прямо настолько известным человеком-невидимкой. И самое интересное, то, что с ним контактировало очень большое количество человек. О нем есть упоминания в книгах, причем не те книги, которые специально были написаны на тему мистики или именно про Никона Романова, а именно в родовых книгах, книгах воспоминаний. Вот. И таких изданий было, насколько я знаю, несколько. Их было как минимум два. В двух книгах на якутском языке он упоминался. Но, к сожалению, у меня этих экземпляров на руках нет. Но самое интересное, то, что мне удалось пообщаться как раз-таки с потомком того человека, который как раз с этим Никоном Романовым контактировал. И она рассказала очень интересные вещи, потому что она собрала как раз-таки вот эту информацию. То есть это событие произошло достаточно давно, и нынешних живых очевидцев, конечно же, уже нет, есть только воспоминания. Итак, поехали. Здравствуйте, меня зовут Корякина Варвара Прокопьевна. Я являюсь писателем. И у меня, я люблю собирать мистические легенды, старинные, новые, городские легенды. И также у нас в роду бытует такая легенда о человеке-невидимке, о Никоне Романове. А сначала я эту легенду услышала, когда мне было лет 5-6, от своей тети Александры, которая жила в Верхнеивлевском Улусе, и она была очевидцем того, что как у них жил Никон Романов. Это была старшая сестра моей мамы, это тетя Александра. И когда ей было лет 12-13, к ним где-то осенью заселился какой-то невидимый жилец, и они не знали. И он приходил в дом, входил не через дверь, а входил через трубу. Тогда же были печки-камельки, и слышал, когда он приходил, будто бы слышался шум каких-то крыльев, и потом этот шум, он спускался по трубе и заходил в дом и здоровался. Он иногда разговаривал с дедушкой по-русски, иногда по-якутски, и они часто, как тетя рассказывала, часто вместе курили с дедушкой. Он его угощал какими-то интересными, дорогими сигарами или сигаретами. И также иногда дедушка видел его руку, он говорил, что это была рука молодого человека с рыжими такими светлыми волосами, и на руке, на безымянном пальце левой руки, по-моему, была какая-то печатка золотая с каким-то большим темным камнем. И он дедушке, иногда он показывался дедушке, обретал именно человеческое обличие, и дедушка рассказывал родным, что это он был русским парнем, очень приятной внешности и из какого-то знатного рода. И он рассказывал, что их братьев, по-моему, 3-4, и они, каждый живет в разных, или их сослали, или они разбрелись по разным уголкам земли. Он считал, что я здесь в севере живу, один живет где-то еще дальше, где-то возле Ледовитого океана, один брат где-то в Европе, а один в России живет, он так рассказывал. И также считал, что они увлеклись в молодости какой-то тайной наукой или какими-то тайными эзотерическими знаниями, и они превратились в людей-невидимок. И также он говорил, что часто он употреблял слово «товарищ» в то время. Это было где-то 1902
вторые, может быть, пятый год. И он говорит, что постоянно он обращался к людям товарищи. Он говорил, что скоро, очень скоро наступят другие иные времена, и все будут называть друг друга товарищами. И поэтому дедушка потом, когда вот произошла Октябрьская революция, он потом говорят, как да, родственник рассказ вспоминает, что он удивлялся, что откуда этот Никон Романов знал именно об этих событиях, которые должны происходить. И потом у дедушки был как брат тоже, дедушку звали, он был, ну, до революции был батулинским князем, его звали Герасим Николаев, и у него был двоюродный брат, тоже как так же его звали, тоже Герасим. И вот у этого Герасима, брата моего дедушки, была дочка Кристина. И эту как бы дочку этот Никон Романов попросил в услужении, и эта девушка ему готовила, и он постоянно как бы просил готовить там по несколько блюд сразу, да, для ужина, например, он просил где-то 7 блюд, или иногда даже доходило до 12, и девушка это как приготовила, и она была как бы вхожа как бы его личную жизнь, но она никогда никому не рассказывала, а он с ней разговаривал и рассказывал про себя, но она никому, ну, видимо, он говорил, чтобы она никому не рассказывала. И потом, когда он собрался уехать оттуда, он где-то там пробыл вот в местности Кетерлях Верхневилюйского улуса. Это были вот где-то вот 1905 год, по-моему. И он через год или полтора вот собрался уехать. Он сказал, что собирается обратно в свои родные края. И он взял с собой вот эту девушку. Он сказал, ну, он попросил и моего дедушки, и у отца этой девушки. Ну, он как бы не руки попросил, он сказал, что мне эта девушка очень понравилась, поэтому я беру ее с собой. И так как бы потом он также исчез, как и девушка тоже вместе с ним исчезла. Но потом родственники по-разному рассказывают, что как потом сложилась судьба этой девушки. Некоторые считают, одна родственница, ну, этой тети Шури, она рассказывала, что когда-то она потом, спустя лет 10-15, она ездила в Нирбу, Нирбинский улус, а там она видела Кристину. Она была замужем, у нее было 3 детей. Оказывается, Никон Романов там тоже где-то жил года 2 или 1,5 и оставил Кристину там. И она как бы сошла с каким-то парнем, и они вот вместе как бы жили, поженились, и у них родились дети. А один родственник, по-моему, дяди Михаил его звали, по-моему, он рассказывал, что Кристину видели, она как бы нашли где-то вот далеко на севере, возле Охотского моря, она лежала как бы уже больная, умирала. И люди, которые ездили туда в Охотск за товаром, они как бы тоже из Верхневилюйска, они видели. Даже один из них как бы выхаживал ее и не смог выходить, и потом она умерла, ее там похоронили. Вот такие слухи тоже доходили. Но об этом событии вот в романе «Черный стерх» Ивана Гоголева Кандыла же есть вот этот именно этот сюжет, и там тоже про эту девушку тоже рассказывается. Поэтому очень много вот таких всяких версий. У нас даже в роду тоже очень много версий про Никона Романова. Некоторые как бы более такие образованные родственники считают, что он был вообще из этого царского рода, из рода Романовых, внебрачный сын именно вот какого-то царя из рода Романовых. И он долго жил в Европе. Ну, может, дедушка так рассказывал, может, Кристина кому-то проговорилась, да. И они считали, что он был с такого рода, но его как бы род Романовых не принял как своего как бы, да, родственника, как своего близкого родственника. Поэтому он на них как бы озлобился, что ли, и он стал вот да, таким вот последователем каких-то революционных идей. Есть такие тоже предположения. Но есть просто предположение, что в то время, ну, сейчас, наверное, все, наверное, знают, что в то время, в XIX веке, было много невидимых людей, да, в Японии, в Англии появлялись, и в Китае тоже есть такие, даже в газетах были тогда статьи, объявления о том, что такие люди появлялись, и они как бы
потом отрезали у людей, у прохожих волосы. Это в Японии и в Европе тоже, вот в Англии тоже такие случаи были. Поэтому это было в то время какое-то массовое явление или массовая мистификация того времени. Ну вот такая легенда у нас живет в нашем роду о Никоне Романове, потому что многие родственники тех лет, которые еще, да, тогда были или детьми, или более так не подросткового возраста, они вот сохранили память о нем. А много людей с ним общалось, и много ли осталось свидетельств вообще о том, что он был? Ну, много свидетельств, потому что даже если и в разных улусах, и в Нюрнбергском улусе тоже есть о том, что он как бы, да, к ним тоже вот такой невидимый человек жил у них, появлялся. И среди наших родственников вот тетя Александра была, вот дядя Михаил был свидетелем того, что они были подростками, они помнят, а остальные были маленькими. А те, которые как бы, видимо, с ним общались, их уже нет. Моего дедушки тоже давно нет. И того, как бы его брата двоюродного Герасима тоже нет, отца Кристины. Поэтому как бы очевидцы, вот такие последние очевидцы, с которыми я разговаривала, вот это тетя Александра, которая как бы брату передала свои воспоминания, и воспоминания вот мы как бы вошли вот в такую книгу, мы выпустили книгу о своих родителях, о их корнях, о родословных родителей, и там вот эта легенда, ну, вошла такой вкратце в маленьком виде. Ага. А о чем он еще говорил с людьми? Ну, с людьми, но говорил о том, что вот есть такие, как бы, ну, много рассказывал о каких-то тайных учениях, и некоторые говорят, что даже родственник, что он очень много интересовался вот шаманами, расспрашивал о шаманах прошлого, даже спрашивал, где захоронены какие великие шаманы. Он, видимо, такими вот тайными знаниями, может, интересовался. Поэтому и также он рассказывал, что грядут перемены. Вот в основном такие воспоминания остались, потому что вот дети были подростки, и то, что они услышали, вот такие только они вот обрывками остались. Может быть, еще где-то у кого-то есть другие легенды. Ну вот то, что я рассказываю, то, что вот я слышала от своих родственников. Небольшое вступление. Мне известно предполагаемое окончание этой истории. Как раз-таки вот эта девушка Кристина, которая жила с Никоном Романовым, она была обнаружена в Нюрнбергском улусе. И, кстати, ну, она говорила то, что он куда-то ушел. И мне рассказывали одну такую байку, достаточно старую, то, что Никон Романов был на самом деле убит охотниками. Видимо, он отправился на разведку, потому что однажды охотники в лесу обнаружили лежащую шкуру. И, судя по очертаниям, было видно то, что там кто-то лежит под ней. И когда они ее откинули, они ничего не увидели, и охотник взял ружье и выстрелил в ту сторону. И он тем самым убил Никона Романова. И говорят, что была видна часть руки с белыми волосами. Вот такая вот история, очень загадочная, очень интересная.